8 мая 1921 года Нестор Лакоба направляет доклад о политическом положении в Турции Совету по делам пропаганды и действий народов Востока. По заданию Ленина Нестор Лакоба и Ефрем Эшба были командированы в Турцию. 8 мая 1942 года в Тбилиси проходило закрытое заседание военного трибунала НКВД Грузии, который приговорил Симона Басарио к высшей мере наказания – расстрелу с конфискацией имущества. В архивных документах сохранилось указание, что приговор был приведен в исполнение 27 мая того же года. Симон Басарио и ряд других видных представителей абхазской интеллигенции были арестованы в сентябре 1941 года. Всех их обвинили в принадлежности к нелегальной контрреволюционной национал-социалистической организации, якобы действовавшей на территории Абхазии. Лишь 7 августа 1958 года военная коллегия Верховного суда СССР отменила все судебные решения в отношении Симона Басарии и других осужденных лиц и постановила прекратить дело за отсутствием состава преступления. 8 мая 1992 года Верховный Совет Абхазии главой администрации города Сухум назначил Надара Хашбу. 8 мая 1992 года Верховный Совет принял постановление об освобождении министра внутренних дел Ламинадзе. Исполняющим обязанности министра внутренних дел Абхазии был назначен полковник Александр Анкваб. Однако до 24 июня он не смог приступить к исполнению своих обязанностей в связи с тем, что Ламинадзе отказался выполнять решение Верховного Совета. 8 мая 2008 года в Абхазии был сбит беспилотный самолет-разведчик Грузии. В марте-апреле 2008 года абхазские ПВО сбили 4 беспилотных самолета-разведчика, принадлежавших Грузии. 8 мая 1941 года родился Юрий Воронов, государственный и общественный деятель, доктор исторических наук, археолог и кавказовед, профессор Абхазского государственного университета, действительный член Русского географического общества, кавалер ордена Ахтябша I степени посмертно. Юрий Воронов родился в селе Цабал в родовой усадьбе Вороновых Ясочка. В 13 лет он передал свою первую археологическую коллекцию в Абхазский государственный музей и принял участие в раскопках замка Баграта в Сухуме. С 1960 по 1965 годы Воронов учился на отделении египтологии Восточного факультета Ленинградского государственного университета. Работал в Абхазском совете охраны памятников культуры, в Сухумском НИИ туризма, участвовал в различных археологических экспедициях. В 1978 году в книге «В мире архитектурных памятников Абхазии» ученый назвал абхазов единственными аборигенами своей страны, а архитектуру Абхазского царства VIII-X веков причислил к абхазо-аланской школе византийского, а не грузинского зодчества. В 1991 году Юрий Николаевич избран депутатом Верховного Совета Республики, затем возглавлял постоянную комиссию Верховного Совета по правам человека и межнациональным отношениям. Во время Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов ученым было опубликовано более 100 статей, интервью, документов и заметок. Прозвучало свыше 50 выступлений по телевидению и радио России, Абхазии и Европы. Воронов издал «Белую книгу Абхазии» – документальное повествование о геноциде абхазского народа. После войны Юрий Воронов был назначен заместителем председателя Совета министров Республики Абхазия, а в 1995-м – вице-премьером. Воронов участвовал в многосторонних переговорах по урегулированию грузино-абхазского конфликта. В 1994 году Воронов учреждает Конгресс русских общин, где становится сопредседателем. Юрий Воронов – автор более 500 научных публикаций, включающих 30 монографий. Юрий Воронов был застрелен у порога своего дома наемными убийцами, похоронен перед Государственным музеем Абхазии в центре города Сухум. Его именем названы школы в городах Сухум и Тхуарчал, а также одна из центральных улиц столицы Республики Абхазия. В 2011 году за большой вклад в развитие археологического наследия Воронов посмертно стал лауреатом Российской национальной премии «Достояние поколений».
8 мая 1950 года родился Заур Ардзинба, кавалер ордена Леона, меценат, выпускник Владимирского политехнического института. В разные годы работал в Сухумской автоколонне, начальником Гудаутской станции автотехобслуживания, затем руководителем Сухумской станции. В этот период Заур Ардзинба оказывал активное содействие национально-освободительному движению. Во время грузино-абхазской войны был заместителем командира батальона, позже начальником штаба артиллерии Гумистинского фронта. После войны более 20 лет работал генеральным директором государственной компании «Абхазское морское пароходство». Оказывал спонсорскую поддержку культурным и социальным проектам в республике. На президентских выборах 2009 года общественное движение ветеранов Отечественной войны 92-93 годов АРУА выдвинуло Заура Ардзинба кандидатом на пост президента Республики Абхазия. Заур Ардзинба ушел из жизни 15 марта 2015 года. 8 мая 1959 года родился Владимир Аршба, генерал-лейтенант, кавалер ордена Леона. Воевал в Афганистане командиром взвода оптической разведки в артиллерийском полку, а затем в звании старшего лейтенанта звуковой и радиолокационной разведки. Принимал участие в 8 армейских операциях в составе 108-й мотострелковой дивизии 40-й армии. Был дважды ранен. С 1983 года продолжил службу в Дилижане в составе 7-й армии, командиром артиллерийской батареи управления. В 1988 после землетрясения в Армении принимал активное участие в спасении людей. В 1987-89 годах находился в пограничной между Арменией и Азербайджаном зоне межнационального конфликта. С 1991 года военком город Тхуарчал, с января 1992 командир Агудзерского батальона Абхазской гвардии. С первых дней грузинской агрессии Аршба занимался обороной города Сухум, затем командируется в Тхуарчал для организации обороны Восточной Абхазии, назначается командующим вооруженными силами Абхазии. В октябре 1992 года он министр обороны республики, инициатор Гагарской наступательной операции, участвовал в реализации первой Шромской, Мартовской и Сентябрьской наступательных операциях. После войны Аршба – военком Республики Абхазия, начальник Генерального штаба Министерства обороны Республики Абхазия, первый заместитель министра обороны. Аршба – разработчик и один из руководителей майской операции 1998 года в Гальском районе, за что ему присвоено звание генерал-лейтенанта, и антитеррористической операции в Кадорском ущелье в октябре 2001 года. В настоящее время Владимир Аршба – руководитель Государственной миграционной службы Республики Абхазия. За последние 10 лет в день 8 мая самая высокая температура была зафиксирована в 2014 году – это 22 градуса, самая же низкая в 2008 – 10 градусов.